Добрый день, драгоценная церковь. Пойдем сразу в проповедь. Иисус во время своего земного служения часто использовал аллегории, иллюстрации, учил людей притчами. И толкование притч для слушающих нередко оказывалось непростым. Даже ученики Иисуса обращались к Иисусу, чтобы пояснил им сказанное. Прошло 2 тысячелетия. Но именно в этой области истолкования притч, остается много разногласий среди комментаторов слова. Без длинных предисловий я хочу предложить вам сегодня разобраться в одной из притч Иисуса, где звучит серьезное предупреждение и наставление для каждого из нас. Изучать мы с вами будем сегодня Евангелие от Матфея, 25 главу. А тема проповеди называется «Три уровня посвящения Богу». В 24 главе Иисус, отвечая своим ученикам на их вопрос о признаках второго пришествия, о кончине века, Он призвал их там в 42 стихе бодрствовать. В 25 главе Иисус продолжает эту тему, беседу, и снова делает акцент на том, что нужно всегда бодрствовать, быть готовыми к Его приходу. А помните, мы сегодня пели, что встретить Его лицом к лицу? Это об этом. О том, кто будет готов и кто нет. Какие критерии готовности описано именно в притче о 10 девах. Будьте внимательны, пожалуйста, участвуйте в диалоге. Вы знаете, что я люблю задавать вопросы. Потому что, когда вы участвуете, это лучше усваивается материал. Итак, мы с вами прочитаем, потому что кто-то знает эту притчу хорошо, а кто-то и не очень, у нас есть и новые люди. Поэтому, пожалуйста, давайте мы прочитаем эту притчу. Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Понятно, что в основу этой притчи в качестве иллюстрации положен еврейский обычай свадьбы. Согласно еврейской традиции тех времен, жених мог прийти в какой-то определенный промежуток времени, а когда точно, никто об этом не знал. Невеста должна была ожидать жениха, и 10 ее подруг также должны были ожидать со светильниками жениха для того, чтобы потом проводить его на этот праздничный пир. Но как в любом послании в Библии, кроме исторических фактов, есть духовный смысл, что делает Писание актуальным для верующих всех времен. Так что в этой притче есть послание для каждого из нас. Давайте по порядку. Кто действующие лица в этой притче? Что нам нужно? Представьте себе, что нам с вами нужно поставить сценку. Мы же ставим сценки, да, какие-то? Вот сценку поставить. Сколько действующих лиц вы насчитали? Сколько? Так, слышу 11. Давайте посчитаем по порядочку. 5 дев мудрых, 5 неразумных. Кто еще? А кто еще видит еще действующие лица? Мы так не сыграем сценку, дорогие.
Нету действующего, ничего там нету такого. Как видите, вы не все обратили внимание на одно из главных действующих лиц. Это тот, кто разбудил всех в полночь криком, 6 стих. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Кто это? Это тот, кто не уснул, тот, кто бодрствовал, ожидая жениха, в отличие от мудрых и неразумных дев. Это страж, стражи. С одним действующим лицом, женихом, ни у кого, конечно же, нет никаких вопросов. Наш Господь, да? Это наш Господь Иисус. Теперь давайте определимся пока в общем. Кто же такие девы? Мудрые девы – это кто, верующие? Ну, конечно, это, безусловно, верующие. Мудрые же, мудрые. Вот. Те, кто будет удостоен попасть на брачный пир с женихом. А теперь неразумные девы. Что за категория, как вы думаете? Вначале давайте определимся, это верующие или неверующие. Ну, кто за то, что это неверующие вначале? Давайте, поднимите руку. Так, а кто за то, что это верующие? Поднимите руку. Так, то, что кто верующий, подняли больше руки. Многие комментаторы считают, что это те, кто называет себя христианами, но на самом деле это номинальные христиане, это лицемеры, это нерожденные свыше люди. Люди, заблуждающиеся и обманывающие сами себя. И ему готово в итоге вечное отделение от Бога. Большинство комментаторов так считает. Но есть много и тех, вот как у нас большее количество оказалось, кто считает, что неразумные девы – это верующие люди. Действительно верующие. Я придерживаюсь тоже этой версии. И поясню почему. Но если кто-то из вас не согласен, не торопитесь огорчаться. Акцент в проповеди будет сделан конкретно на уровнях посвящения Господу, а это должен понимать каждый христианин. Слово, переведенное как греческое слово, переведенное как дева, да, это парфенос, девственница, девица, непорочная. Вот откуда фамилия Парфенов берет начало. У нас есть благословенная семья Парфеновых. Думаю, они об этом знали. Слово дева, девица связано с чистотой, красотой, непорочностью. Разве, скажите, неверующие люди, лицемеры, могут характеризоваться таким подобным образом? Чистые, непорочные, красивые? Нет же, да? Вроде бы же нет. В чем они, эти неразумные девы, занимались согласно этой притче? Чем они занимались? Они точно так же, как и мудрые девы, что делали? Ожидали жениха. Правильно? Правильно. У них также были светильники в руках, в которых было масло, заметьте. Они спали, а масло у них еще горело. Масло – это прообраз Духа Святого. Значит, это рожденные свыше люди. Да, масла было недостаточно, его не хватило, чтобы дождаться задержавшегося жениха. Они проигнорировали правильное время и сезон в духе, не побеспокоились иметь запас масла. В этом есть их беспечность, за которую им придется, дорогие, дорого заплатить. Но обратите внимание, осознав, что у них мало масла, увидев, что светильники их, как написано, гаснут, эти неразумные девы начали беспокоиться, да, об этом. И они пошли, в конце концов, и что? Купили. То есть они заплатили цену, они вложились, чтобы приобрести этого масла достаточно. И они куда пошли с маслом? Опять пошли к жениху на брачный пир и воззвали к нему: «Господи, Господи». Скажите опять-таки, это я к тому, чтобы те, которые сомневаются, кто это. Разве так поступают люди невозрожденные? Нет же. Да, эти девы что-то важное упустили в своей христианской жизни, но все же это верующие люди. Но в 11 стихе мы читаем, что этих дев уже с горящими светильниками не пустили вовнутрь дома, так как двери уже были заперты, то есть они опоздали. И где они остались, эти девы? За дверями вне брачного пира. Они остались на улице. А помните, жених пришел когда? В полночь. То есть это что? Среди ночи. Это значит, темно было на улице. Они остались там, где нет света,
там, где нет праздничного веселья, остались в темноте. Как еще такое место в других местах Писания описано? Знаете, я подскажу. Это тьма внешняя. Тьма внешняя. Тьма внешняя, дорогие, это не ад. Это два разных измерения. Ад и тьма. Тьма внешняя – это буквально то, что происходит, когда ты опоздал вот на вечеринку и не можешь быть непосредственным ее участником, а смотришь, как бы подглядываешь извне, издали. Греческое слово «тьма» подразумевает быть вне интенсивного света, то есть таким образом быть в темноте. Неразумные девы не могут приблизиться близко к престолу Бога. Именно так было показано пророку Рику Джойнеру на небесах, когда он там был. Они не в аду, дорогие, они в раю. Но они не имеют такого доступа к свету, как имеют разумные девы. И это считается тьмой внешней. Я хочу эти понятия, тьма внешняя и ад, все-таки осветить чуть-чуть больше. Почему? Потому что многие их не различают. Читая Писание, ужасаются, задавая вопросы, а кто же тогда может спастись? Когда в Писании говорится о тьме внешней, то часто идет такое дополнение. Там будет плач и скрежет зубов, совершенно верно, так как будет сильнейшее сожаление, что пропустил нужный момент, опоздал, не бодрствовал в свое время. Когда человек увидит на небесах, где бы он мог быть и где он есть на самом деле, когда он увидит, что он мог иметь и что он имеет, то в такие моменты досады, горечи, действительно он будет скрежетать зубами. Там, где говорится в Писании об аде, идет обычно в Писании следующее дополнение. Там червь не умирает, и огонь не угасает. Продолжайте, это же вы знаете эти местописания. То есть, когда речь идет о вечном разделении с Богом, то написано, что эти люди пойдут или в огонь неугасаемый, или в печь огненную, как плевел и худая рыба, допустим, или в муку вечную, куда козлы пойдут. Да? Вот. Посмотрите дома эти местописания. Итак, в этой притче о 10 девах говорится о 3 видах верующих. Первый уровень – это самый высокий уровень посвящения. Это уровень посвящения стражей, которые возвали, вот жених идет. Второй уровень, вторая группа, это уровень посвящения тоже высокий, но ниже, чем в первой группе. Это уровень посвящения кого? Мудрых дев, которые приготовили достаточно масла. И третья группа, самый низкий уровень, скажем так, посвящения очень мало. Не сказать бы, так сказать, чего нету особо. Это уровень посвящения неразумных дев, которые не приготовили масло про запас. Давайте рассмотрим подробно каждую из 3 перечисленных категорий верующих. Начнем, естественно, со стражей, с той категории, к которой каждый из нас, дорогие, должен стремиться. И этой категории уделим больше всего внимания. Это те верующие, кто всегда бодрствовали не только в духе, но в духе-то мы все бодрствуем, драгоценные, но и в душе, которые знали, что идет жених, и были готовы к встрече. Что значит готовы? Есть период, когда невесту готовят. Помните, Есфир готовили полгода. Притирали маслами там, разными ее, учили премудростям при дворе и так далее. А есть период, когда сама невеста себя готовит. И в итоге приходит момент, когда она уже готова к встрече. Как это выглядит в жизни? Есть период, когда Бог будет побуждать вас и будет говорить к вашему сердцу: «Уединись со мной, я буду говорить с тобой». Но есть период, когда мы сами принимаем решение, чтобы уединиться, чтобы углубиться в познание Господа. Когда Бог призывает, это один уровень. Когда мы сами Бога ищем, это другой уровень. Стражи – это те, кто сами ищут отношений и близости, водительства, познания. Их сердце было готово к встрече, которая стала целью их жизни. Они к этому готовились.
В храме, как вы помните, было 3 отдела. Какие? Двоих перечислим. Какие были 3 отдела? Да, внешний двор, святое и святая святых. Совершенно верно. Если привязать вот этих верующих, 3 категории, которые я вам сказала, к храму, то где, по вашему мнению, служат такие бодрствующие верующие, как стражи из этой притчи? Где они служат? Молодцы. Конечно, святое святых. Аминь. Святое святых – это наиболее священное отделение храма. И кроме предсвященника 1 раз в год, в судный день, то есть Йом-Кипур, никто туда не входил. Стражи – это те, кто имеет близость с Богом, то есть имеет личные отношения с Ним, кто ищет сам Бога с радостью. И как написано в Исайя 64, Бог идет им навстречу и благословляет милостью. Стражи – это те, кто ставит Бога на первое место в своей жизни. Это те, кто любит Бога не чуть-чуть, а всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью своею. Это те, для кого Божье Слово – закон. Безусловный, это ответ для них. А исполнение Его заповедей – в радость для них. А исполнение Его воли и познание воли – это смысл их жизни. Это те, кто, имея страх Господень, драгоценные, а значит, это те, кому Бог открывает завет свой и тайны. Это те, кто активно обновляет свой ум по Слову Божьему и имеет таким образом водительство Божье. То есть это, как можно так обобщить, это зрелые сыны Божьи, которые позволяют тому помазаннику, который в них, помазанию, что в них, высвобождаться наружу. Как еще можно назвать одним словом эту группу людей? Как наша тема? Посвященные Господу. Они всю свою жизнь посвящают Богу. Посвящение, драгоценное, это постоянство. Это не так, сегодня да, а завтра нет. Нет. Это постоянство. Мы постоянно должны возрастать посвящение Богу во всех сферах своей жизни, в том числе и в правильном распоряжении драгоценным земным временем. Это дар для нас, земное время. Посвященный будет уделять все время Богу, а не будет заниматься ерундой, не будет прожигать время, тратить на разную суету. Посвященный посвятит себе Богу так, как ранее посвящали жертву. Как? Полностью. То есть целиком предоставить себя как сосуд в руки Божьи, отделить себя от всего мирского и отделить себя для Бога. Посвящение – это когда не моя воля, а твоя да будет. Стражи – это также категория драгоценные, побеждающие. Чтобы возбудить ревность у вас, я напомню великие обетования именно для этой категории, данные самим Господом Иисусом Христе в Откровении Иоанна, Богослова. Во 2 главе, 7 стихе, Господь обещает побеждающему, что Он даст вкусить от древа жизни, которое посреди рая. Что это значит? Они отведают все радости, все, что им приготовлено, получат все, что Бог приготовил для них. В 17 стихе этой же главе написано, Он побеждающим даст вкусить сокровенную манну, даст белый камень, и на камне написано новое имя. О чем это? Сокровенная манна – это же Иисус, да? Хлеб с неба. Сокровенная манна. Возможно, это такие, знаете, сокровенное общение с Господом будет. Белый камень – это оправдание, а новое имя – знак принятия Богом и в звании славе. В Откровении 3 главе 5 стихе Иисус говорит, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Белый цвет драгоценный, он символизирует чистоту, он символизирует непорочность. И именно такие верующие вознаграждаются правом лицезреть Бога, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы проходили с вами заповеди блаженства. В Откровении 3:12 написано, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Представляете? И имена все будут написаны. Столб церкви – это, вы знаете, великая и почетная опора. Кто был столпом церкви Иерусалимской? Кто?
Петр и Иаков, они были столпами в церкви этой. На верном христианине будет написано имя Нового Иерусалима. Это символизирует то, что это будет гражданин. Гражданин – это гражданство вот, в городе Божьем, в котором всегда будет находиться Господь. На них Христос напишет свое новое имя. В Откровении 3:21 написано: «Побеждающий дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с Отцом моим на престоле его». И в Откровении 21:7: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет моим сыном». Как видите, не все драгоценные сядут на престоле Божьем. Не все разделят наследие с Иисусом. Не все получат новое имя. Не все будут жить в Новом Иерусалиме, и не все сам Иисус предстанет пред Отцом и духовным миром, и не всех назовет сыном. Эти великие обетования тем, кто бодрствовал и побеждал все на своем пути веры. Во всей вселенной нет больше чести, чем та, которую Бог дал верному и полностью посвященному Ему человеку. Я думаю, что есть к чему нам стремиться. Вторая группа верующих в этой притче – это мудрые девы. То, что мы раньше, я так думаю, многие хотели ими стать. Теперь взгляд перевели чуть-чуть выше. Мудрые девы, они представляют, соответственно, духовное измерение храма святое, да? Святое. Святое – это наибольшее отделение храма, где происходила основная храмовая служба, и из которого был вход, дальше вел в святое святых. Здесь что находилось? Минора, то есть светильник, стол хлебопредложения и жертвенник воскурения. Мудрые девы имели, мы уже говорили, подсвечники, да, светильники, имели масло, то есть они имели Дух Святой, и им наполнялись регулярно, потому что они имели это масло про запас. Но тем не менее, в каких-то святых вещах они вначале задремали. Пожалуйста, 5 стих вы видите, Матфея 25:5. Вначале задремали, а когда задремаешь, естественно, вторая фаза какая? Уснули. Уснули. А какая стояла перед ними задача? Ожидать жениха, готовить себя к его приходу, то есть бодрствовать. Потому что никто не знает ни дня, ни часа, в который он должен был прийти. И хотя они уснули, все же эти мудрые девы были готовы, потому что когда их разбудил страж, они все-таки вошли на брачный пир. Мы уже ответили, в чем выражалась готовность, но можно добавить, что прежде всего это было готово их сердце. Оно было в правильном положении пред Богом. Несмотря на то, что светильники их горели все время, пока они спали, у них все же оставался запас масла. И им не нужно было выжигать светильники заново, а только что нужно было поправить их. То есть что сделать? Усилить, подкрутить, усилить яркость свечения, яркость пламени. Драгоценные, вы же понимаете, что нам это все, теория, она меньше волнует. Нам хочется понять, а как это в практической жизни? Что это значит? Подкрутить это пламя, да? Что это такое? Это быть внимательным к первым симптомам духовных упадков, когда мы дремлем, да? Чтобы разобраться с ними своевременно. Какие это могут быть симптомы? Когда, например, приходит успокоение такое, беззаботность, ой, все, я спасен, все, могу расслабиться. Это обман, драгоценный, это ложь. Вы понимаете, что мы спасение должны совершать на протяжении всей своей жизни, до конца. Претерпевший до конца спасется. Вот, и всю жизнь мы будем познавать Господа, и в вечности тоже. Какой еще нездоровый симптом такой? Когда приходит равнодушие к распространению Царства Божьего, Евангелия. То есть выполнению прямых своих обязанностей на земле. А мы что должны? Прямая наша обязанность. Для чего пришли? Примирить людей с Богом. Делать то, что делал Иисус, что было на земле, как на небе. Следующий симптом – это когда исчезает жажда по Слову Божьему. Перестаем читать Слово Божье каждый день. А так, когда вот есть время. Это когда исчезает жажда по близости с живым Богом. И неделями можем не иметь общения с Богом.
Я не говорю, что это невозможно и один день иметь, но неделями можно. Это кто-то, у кого-то нет постоянства в молитве. Это тревожный симптом. Это когда не ревнуем проявлений духовных даров. То есть не молимся об этом, не ревнуем, не изучаем, не просим, не практикуем везде, только где это можно их применить. Это когда нас не волнует, что перестали расти духовные плоды. Согласились с смыслом, что мы уже и так ничего по сравнению с другими людьми. Ох, как хороши. Но у нас образец для подражания кто? Иисус драгоценный. Не туда смотрим. Это когда ослабеваем в усердии и начинаем служить не из-за любви к Богу, не из-за любви и сострадания к ближнему, а по накатанной, без былого такого рвения, с неправильными мотивами. То есть делаем уже не как для Господа, а как получится, как для людей. Это когда любовь к Господу, хотя и не исчезает, но начинает ослабевать. Дорогие, это все красные сигналы. Это все тревожные симптомы духовного упадка. Это духовная дремота, первая фаза. Нужно пробудиться, встрепенуться, переосмыслить жизнь свою, навести порядок в своем храме, очистить его от всего того, что клонит в сон. Возможно, мы духовно голодны, не читаем Слово Божье, а возможно, мы переели не той пищи, в интернете много сидим, не то слушаем, не то принимаем в свой разум, весь мусор интернетский и так далее. Нужно как можно быстрее разобраться, что и то, что обременяет нас в этот период и мешает нам бежать, как говорил Павел, апостол Павел по ресталищу, чтобы победить, разобраться, какие барьеры, какие преграды стали на нашем пути. И же какой лишний груз мы тащим, и просто все это свергнуть с нас. Я сейчас перечислила только некоторые симптомы, которые, конечно же, не постоянно в жизни верующих, и не все одновременно проявляются, а только периодически и некоторые. Я думаю, понимаете это, потому что если постоянно и все, так это уже категория неразумных дев. Это не к этой категории вообще относится. Как же нам всем бодрствовать и не засыпать? Вот подсказка, которую я увидела в «Песне песней», 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя чистая». Кто это говорит? Соломита, невеста. Она и ночью бодрствует, не только в духе, я сказала, мы все бодрствуем, но и в душе. Она говорит, сердце мое бодрствует. Это уже образ жизни драгоценный. Это неразрывная связь с возлюбленным. Это единение, это настоящая любовь. Как это возможно? В «Песне песней» описано, как постепенно возрастала Соломита любви к своему жениху. Как культивировала вначале она чужой, а потом стала культивировать свой виноградник, то есть свои личные взаимоотношения с Господом. Как работала она над своим характером, как менялись приоритеты в ее жизни. А многие христиане трудятся, я вам хочу сказать, как рабы под солнцем, и нет времени угодить Богу внутри себя. Дорогие, Богу надо все наше сердце. Целиком и полностью, потому что Он отдал нас как? Полностью отдал за нас. Он умер за нас полностью. Только когда познание Господа, как для апостола Павла, станет нашей целью жизни, только тогда наши сердца будут бодрствовать и ночью. Чем больше в нас будет Христа, тем, соответственно, меньше будет кого? Нашего «я». И там не останется тому, чего будет нас склонить в сон. Филиппийцам 3:8. Это апостол Павел говорит. «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все, большими буквами, все почитаю за ссор, чтобы приобрести, то есть завоевать Христа». Ссор – это скивалон, скубалон, отбросы, остатки, помет, навоз, дерьмо. Переводчики просто нас пожалели, наверное, потому что выбрали такое нейтральное слово «ссор». Но апостол Павел, я думаю, он говорил так, как оно есть, открыто. Все это, это слово на «д». Вот такое должно быть посвящение у невесты Христа. Все остальное не имеет никакой ценности.
В Скинии, в первом Иерусалимском храме, в Святом Святым, семисвечник, который горел всю ночь, да, был семисвечник, а во втором храме 3 светильника горели, горели только, да, всю ночь, да. Горели и днем 3 светильника, то есть сутки горели. Но масла светильника хватало только на сутки. И поэтому оно заканчивалось каждый день, и значит, нужно было доливать свежее масло. А значит, это масло должно быть в запасе всегда. Всегда в запасе. Вот почему здесь, в притче о 10 девах, речь идет о запасе масла. Больше всего масло, больше суток масло горело только в одном светильнике, это средний светильник. Он назывался еще лампа Всевышнего или служка. И когда священнослужитель приходил, он мог от этого светильника зажечь все остальные светильники. Вы знаете, я так думаю, что это просто Божья милость к нам, дорогие. Всегда поддерживать свой огонь, если мы к этому прикладываем свое сердце и верность. Но святой святых, как нам известно в Писании, не было никакого другого освящения. Искусственного освящения там не было. А что? Откуда там шел свет? Там пребывала слава Божья. Аминь. Слава Божья. И в вечности, в раю будет то же самое. Иоанн описывает это так в Откровении 22:5. Это и ночи не будет там, и не будет иметь нужды им ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Видите, да? Итак, исходя из того факта, что мудрые девы все же уснули, то предупреждение Господа «бодрствуйте» в 13 стихе относится к ним в равной степени, как и к тем 5 неразумным девам. Вы согласны? Если бы их не разбудил страж, то они приход жениха точно так же проспали бы. Не забывайте об этом, драгоценные. Не превозноситесь ни перед кем, а лучше бодрствуйте. И идем к 3 категории верующих. Это неразумные девы. Это верующие, соответственно, какого отдела храма? Совершенно верно. Именно внешнего двора. Что представлял собой внешний двор? Вокруг здания храма была ограда. Да? Вот. И вот то, что между храмом самим и этой оградой, это был внешний двор, это территория. И что в этой было на этой территории? Она была поделена вообще на части. Первая часть, она была для язычников, вторая для женщин, третья для простых иудеев и 4 для священников. И там стоял жертвенник всесожжения и медный умывальник. Там кровь лилась рекой, когда зарезали этих животных. 3 категорию верующих, согласно изучаемой нашей притче, мы уже частично с вами охарактеризовали. Сюда относятся люди, которые покаялись, которые рождены свыше, но тем не менее не имели способность запасаться маслом. Их духовная вместимость была очень мала. А в Библии часто написано «исполняйтесь духом». В чем же была в основном их проблема? Хотя их дух был изменен, он был новым, они не обновили свой ум. А чем меньше обновлен ум, дорогие, тем меньше воли Божьей может быть проявлено через такого человека, через его жизнь. Это христиане, которые живут от воскресения до воскресения. Питаются духовной пищей нерегулярно, и притом молочком, если читаю слово иногда, или пережеванной пищей, как вот проповедью, которую я вам говорю со сцены, или другой в интернете слушаете, или христианскими книгами. Это пережеванная пища. Христиане, которые, 3 категория, да, христиане, которые не имеют личных отношений с Богом, не имеют своих личных откровений, потому что можно жить только по слову, когда откровение имеешь, не чем-то жить. Не исполняя Слово Божье ревностно, исполняют время от времени частично. Нравится, подходит под мое понимание, исполняю. Нет, нет. Это христиане, которые медленно растут духовно после покаяния, не возрастают от веры в веры, от славы в славу. То есть остаются кем, драгоценные? Как их можно назвать? Духовные младенцы. Духовные младенцы, у которых главенствует не дух, а душа.
душа. Поэтому у них годами не решены одни и те же вопросы, они сражаются с одними и теми же грехами годами, все на том же уровне. И как результат такой жизни их запаса масла, их веры хватает на короткое время, как я вам сказала. Сами они не стремятся служить другим, не несут служение примирения на ниве Божией, не ходят в силе и власти Господа, но чаще ждут, чтобы им послужили, а не они. Что будет после земной жизни с этими духовными младенцами? По величайшей милости нашего Господа, да, как я уже сказала, они спасутся. Это о них мы читаем 1 Коринфянам 3 главе 14 и 15 стихи, что огонь испытает дело каждого. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. То есть, да, мудрые девы, стражи, награду. А у кого дело сгорит, вот неразумное дело, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Что это значит? С огня что там приходит? Головешка. То есть они придут в Царство Божие с пустыми руками, а значит награды и венца славы они не получат, к их огромному сожалению, огорчению, разочарованию. Но исправить положение уже будет невозможно. И на небесах они не будут входить в той славе, в которую Бог предназначил им ходить. И они, как мы уже отметили, не смогут находиться близко к престолу Бога. Они не будут жить в Новом Иерусалиме, где будет жить невеста. Небесный Иерусалим драгоценный – это святой город, это скиния Бога с человеками. Он имеет кубическую форму, а куб – это совершенство. И там будут только совершенные святые со своим царем. И этой третьей категории верующих не будет доверено управление в небесном измерении. Все эти утверждения мы подтвердили своими местами Писания, когда давали характеристики побеждающим. Откровение 2 глава, 3 и 21. Перечитайте, если кому надо. Научающее помазание Святого Духа, которое действует на протяжении всей нашей жизни после того, как мы родились свыше, этими христианами своевременно не было востребовано. Но, как мы видим из притчи, невозможно приобрести великие сокровища в последние минуты жизни или занять их у кого-то из своих братьев и сестер. О чем конкретно идет речь? О стяжении Духа Святого и о познании Господа. Человек не может взять взаимоотношения с Богом. Может взять? Нет, он должен потрудиться над своими он сам должен выстроить эти отношения, да, на протяжении всей своей христианской жизни. Он же это должен делать. Человек не может позавидствовать на время чужой характер. Кто-то прям такой богоподобный, дай мне его немножко. Невозможно это. Он должен потрудиться над своими привычками и выработать этот богоподобный характер сам. Человек не может все время жить за счет духовного капитала, накапливая другими. Да-да-да, вы там смеетесь, муж у жены тоже ничего не может взять. Он и сам должен что-то накапливать. Возрастание и посвящение Господу – это процесс драгоценный, и к нему мы должны приложить свое сердце, приложить свое усердие. Наша с вами цель – это святое святых и служение святого святых. То есть быть священниками по чину Мелхиседека, быть стражами, быть невестой, быть зрелыми сыновьями, быть побеждающими. Согласны? Хотя, безусловно, и уровень посвящения разумных дев, то есть служение святым, это тоже высокий уровень посвящения. Благослови нас Господь. И так как мы, христиане, находимся на разных уровнях познания Бога, на разных уровнях посвящения и переживания Бога, то естественно, что кто-то из нас наречется большим в Царстве Небесном, а кто-то меньшим. Одни будут сиять, как в облаке славы, помните, свидетели в облаке свидетелей, так что на них смотреть невозможно будет, а кто-то и сияния не будет иметь. А если будет, то сияние оно совсем небольшое. Все это разный уровень проявления славы. Апостол Павел ставил перед собой самые высокие цели. Одну из них мы сказали, это что? Все почитал за вот это слово «д» ради познания и приобретения Христа.
И второе, что он говорил, он стремился к почести. Чего? Высшего, совершенно высшего звания во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:14. Увы, не все удостоятся этого высшего звания. И что еще стремился апостол Павел? Он не дорожил своей жизнью, а стремился только с радостью совершить свое поприще в служении. Что это за поприще? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Это Деяние 20:24. Это Слово Божье. Дорогие братья и сестры, это нам тоже образец для подражания. Серафим Саровский говорил, основное служение человека заключается в том, мы уже это просто 100 раз сказали с кафедры, что это такое? Стяжение Духа Святого, громче надо. Стяжение Духа Святого. Мы все получили. Все получили, когда получили Дух Святой, когда мы родились свыше. Понимаете? И тем не менее, мы приобретаем, стяжаем Христа и стяжаем Дух Святой. Это продолжается в течение всей нашей жизни. И от того, насколько интенсивно мы будем заполнены Господом, Духом Святым, такой процент природы Божией в нас останется. Да? Вот насколько Его природы будет в нас. Запасаться Словом Божьим, откровениями, запасаться Духом Святым, строить личные отношения с Богом надо нам когда? Вот именно, правильное слово слышу. Сейчас, драгоценные, не завтра, не в понедельник, сейчас, прямо сейчас, когда для этого есть благоприятное время. Потому что придут времена, когда пожелаем приобрести, но уже будет поздно. Итак, с какой целью Иисус рассказал ученикам своим эту притчу? Он призвал их прежде всего что делать? Бодрствовать, совершенно верно. Хотя бы это вынесите, бодрствовать. Быть на страже. Он желал возжечь просто в их сердцах усердие и старание, чтобы они были какие? Готовые к Его пришествию и не расслаблялись. Это не единственное место Писания, где звучит призыв бодрствовать, а один из многих. Один из многих. Мы также знаем, что в 1 Фессалоникийцам 5:6 также написано: «Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Евангелие Луки 21:36. «Итак, бодрствуйте». Когда? На всякое время. И молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, там они причислены вверху, и предстать пред Сына Человеческого. Драгоценные, это же наша цель, это же наше желание предстать пред своим Господом и увидеть Его, как мы сегодня пели, встретиться с Ним лицом к лицу, увидеть Его, как Он есть, и уже навсегда остаться с Ним, быть рядом с Ним, а не издали наблюдать и скрежетать зубами. Попробуйте не отвлекаться и сконцентрироваться на слове. Те, которые смотрят на ребенка. Это и было адресовано. А для этого нужно возрастать в посвящении Господу, а не расслабляться, полагаясь на библейское знание. Какое библейское знание может некоторых расслабить? Некоторые хорошо знают Слово Писания и знают, что вначале должна прийти мерзость запустения. Вначале должен открыться человек греха, то есть сын погибели, антихрист. А этого же еще нет, значит, время еще есть, дорогие. Время, в общем-то, оно есть. Но в частности, для каждого из нас его может не быть. Мы не знаем, когда мы сами лично предстанем пред Богом. Так же? Так же. Пока мы на земле с вами, мы все вот здесь сидим, значит, мы пока на земле. У нас с вами есть шанс наполнить масло в наших светильниках. Дверь для нас, она все еще открыта. И Господь вердикт нам не вынес, не знаю вас. А значит, у нас есть шанс, и все, драгоценное, от нас зависит. Все в наших руках. Аминь? Аминь. Я думаю, на этом достаточно. Я вас загрузила малость. Я просто желаю всем благословенного времени в Господе и возрастать, чтобы мы все были как стражи. Аминь? Аминь.